Российские оккупанты в Крыму задумали целый ряд кровавых провокаций, в которых намерены обвинить украинские добровольческие батальоны. Таким образом, спецслужбы России хотят дискредитировать политическое сопротивление в Крыму и обострить ситуацию на Донбассе. Теракт в оккупированном Крыму готовят чеченские боевики-кадыровцы. Сейчас их перебросили на полуостров. Об этом заявил командир батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев. По его словам, теракты планируют в нескольких местах Симферополя – вокзалах, православных храмах и Керченской переправе. Террористические акты должны произойти на Куйбышевском и центральном рынках Симферополя, а также на трассе Симферополь-Ялта. Ангарский перевал. Не исключено, что диверсия будет проведена и в городе Севастополе. По предварительным данным, будет подорван один из кораблей Черноморского флота Российской Федерации. На место терактов подкинут телефоны активистов. Там будут номера самого Осмаева, руководителя гражданской блокады Крыма Ленура Ислямова и лидера крымских татар Мустафы Джемилева. Найдут и шевроны добровольческих батальонов. Их более 300 уже напечатали на фабрике в Симферополе. Делают провокацию под нашими шевронами, например, какую-то. Потом они находят, как визитку Яроша, допустим, там находили где-то. Также находят там наш шеврон, и при этом при обысках какую-то запрещенную литературу, и в частности принадлежит и к ИГИЛу, и к нашим батальонам. О возможных провокациях в Крыму знают и в полку Азов. В последнее время ФСБшники – частые гости в семьях бойцов-крымчан. Не исключают, что их тоже обвинят в терактах. Мы уже сталкивались с таким явлением, как какие-то якобы теракты, которые пытался полк Азов устроить в Крыму, как он будет пытаться. Я считаю, что это абсолютно все чушь. И ни один здоровый азовец, который сейчас находится здесь, из Крыма, он обратно не будет ехать, пока территория не будет освобождена. Кровавыми провокациями в Крыму Москва намерена сорвать минские договоренности. Россия хочет этим воспользоваться для наступления, утверждают добровольцы. Наталья Калинка, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР.